Добрый день, участники университетских суббот, уважаемые слушатели! Вас приветствуют студенты Института исторического, правового и социально-гуманитарного образования Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Наше направление называется «Педагогическое образование. История и обществознание». Нетрудно догадаться, что мы преподаватели экономических, исторических и правовых дисциплин в школах и колледжах. Наш диплом позволяет стать историком-исследователем, историком-археологом, историком-архивистом, работать специалистами информационно-аналитических отделов в органах государственной власти и образования, и еще много где. Как будущие профессионалы-историки, мы хотим напомнить, что находимся накануне двух судьбоносных дат – 76-летней годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне и 80-летия ее начала. Любое обращение к теме подвига есть не что иное, как дань уважения и сохранение памяти о наших земляках, героях Победы. Но вначале предлагаем вам познакомиться с нашим институтом. Начнем с его месторасположения. Наш корпус расположен на улице Октябрьской революции, 55. Первоначальное название – Малая Репная, по Репной Слободе. Затем Большая Казанская или просто Казанская, по названию дороги из старого города на Казань. Эта улица, соединявшая старую часть города с новым центром, долгое время являлась главной улицей Уфы. Именно отсюда начиналась Уфа. Мы занимаемся в старом и новом корпусах. В старинном корпусе очень уютном, где витает особая историческая аура. До революции находилось второе городское приходское училище. История этого училища началась с того, что купцом Никитой Кузнецовым еще в 1860 году это здание было пожертвовано для учебных целей. По соседству с нашим корпусом на углу улицы Октябрьской революции и проспекта Салавата Юлаева стоит одноэтажное здание. Это дом горнозаводчика Демидова. По мнению краеведов, Демидовский особняк – самое старое каменное здание города Уфы. А слышал ли ты, что в этом доме в 1774 году останавливался великий русский полководец Александр Васильевич Суворов? Улица Октябрьской революции знаменита зданиями историко-культурного наследия. По ней можно изучать историю Уфы. Спасская церковь, которую называют Уфимский Акрополь, усадьба Спиранского, Чижовых, здание наркомата промышленности. И все это находится на одной улице. Недаром в ближайшей перспективе улицу Октябрьской революции собираются сделать Уфимским Арбатом. Специальность у нас безумно интересная. Кроме глубокой теоретической базы, мы получаем огромное количество практической подготовки. Нашими брендами, запоминающимися на всю жизнь, являются археологическая, вожатская и педагогические практики. У студентов есть возможность с младших курсов заниматься научно-исследовательской деятельностью. Это здорово, когда ты буквально с первого курса знаешь, на какую тему ты будешь писать диплом. Например, мне интересна история 112-й башкирской кавалерийской дивизии, ее легендарного командира Минигали Шеймуратова, ведь недавно ему присвоили звание Героя России. Я исследую тему героических символов Великой Отечественной войны, изучила много источников и литературы, а также выступала на молодежной конференции с темой подвига Александра Матросова. А я занимаюсь изучением подвигов юных героев Великой Отечественной войны. Тоже очень интересная и перспективная тема. И если границы откроются, собираюсь поехать в город Минск на международную конференцию. Спасибо нашим преподавателям, научным руководителям за помощь и консультации. А еще в институте существует лаборатория патриотического воспитания молодежи, которая проводит массу интересных мероприятий, волонтерские проекты. Бессмертный батальон, уроки мужества, посещение музеев, участие в работе круглых столов и многое другое. А ты не забыл про лабораторию исторической реконструкции? Сейчас она называется «Лаборатория гуманитарных исследований». На YouTube-канале БГПУ имени Акмуллы создан плейлист лаборатории «Методология и методы гуманитарных исследований» и опубликован видеоархив полного цикла научно-образовательных видеофильмов, посвященных различным историческим эпохам, начиная с афинской демократии и суда над Сократом и до праздников дореволюционных гимназистов. А вы еще забыли рассказать про конкурс «Моя земля в цифровой проекции». Это всероссийский конкурс с международным участием.
конкурс видеороликов и исследовательских проектов. В этом году проводился впервые, и в нем уже приняли участие студенты и школьники из 20 субъектов Российской Федерации, а также из 2 стран СНГ. Уважаемый абитуриент, если тебе понравилось, ждем тебя с нетерпением. Не упусти возможность познакомиться с нашим институтом поближе и сделать правильный выбор. А теперь поговорим об одном из героев Победы. История знает немало имен отважных героев, созидателей и победителей. Среди них, безусловно, можно выделить нашего земляка Мусу Гайсиновича Гареева. А что ты знаешь о Мусе Гарееве? Читал ли ты книгу «Штурмовики идут на цель»? Известно ли тебе, что нашу республику прославили по меньшей мере 2 человека по фамилии Гареев? Известен ли вам генерал армии Махмуд Ахметович Гареев и что его родители – уроженцы села Салихово Чишминского района Республики Башкортостан? За храбрость и отвагу в годы Великой Отечественной войны 278 воинам из Башкирии было присвоено звание Герой Советского Союза, а 35 бойцов стали полными кавалерами Ордена Славы. Среди них особое место занимает наш земляк, участник Парада Победы 24 июня 1945 года Муса Гайсинович Гареев. 9 июля 2023 года ему исполнилось бы 100 лет. Итак, обратимся к биографии легендарного летчика. Муса Гайсинович Гареев родился 9 июня 1922 года в деревне Илякшиды Уфимской губернии в обычной крестьянской семье. Его отец Гайса Ахмед Гареев был интересным человеком. Участник Первой мировой, кавалерист, едва не потерявший руку в сабельном бою в Галиции в 1915 году. Он успел побывать на нескольких социалистических стройках и даже каменщиком при возведении знаменитой Ленинской библиотеки. Именно его рассказы о бурлящей стране, о грандиозных событиях той эпохи заставили башкирского мальчика Мусу мечтать о чем-то большем, чем должность учетчика или председателя колхоза. Был в биографии нашего героя один примечательный факт. Еще будучи малышом, он начал читать самостоятельно, при помощи случайно найденного букваря. Хорошо учился и в школе семилетки села Бишкурай. Родственники предполагали, что смышленый и образованный по тем временам парень станет муллой. Но сам Муса решил иначе. Муса Гареев поступил в железнодорожный техникум, старательно осваивал премудрости русского языка, обучался в аэроклубе. Примечательный факт. За героизм и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, звания Герой Советского Союза удостоились 14 воспитанников Уфимского аэроклуба. Но только один из них, Муса Гареев, был удостоен высокого звания дважды. 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Наша страна жила в ожидании надвигающейся агрессии. Летом 1940 года мечта парня сбылась. Он сел за штурвал фанерно-тряпичного У-2. Гареева очень быстро допустили к самостоятельным полетам. После личной проверки навыков начальник аэроклуба Волохов дал ему очень емкую характеристику. «Можете пускать одного. Этот будет летать». Муса Гареев был зачислен в Энгельскую военную авиационную школу и должен был стать летчиком-истребителем. Но из-за заснеженной дороги опоздал из дома в Уфу. Его отправили с группой для подготовки летчиков-бомбардировщиков, и 18-летний Муса начал осваивать премудрости полета на тяжелом бомбардировщике. Однако случилось страшное. Началась Великая Отечественная война. Из воспоминаний летчика Мусы Гареева. В это воскресное июньское утро я проснулся в отличном настроении. Посмотрел в окно. День обещал быть хорошим. В небе не облачко. На этот раз в увольнение пошли все курсанты. До Энгельса шли строем, пели песни, шутили. Вот мы и в городе. Многие курсанты пошли в кинотеатры, в парки, к знакомым. Погода чудесная, на душе спокойно и радостно. И вдруг необычно громко заговорили уличные репродукторы. Сразу же собрались толпы людей. «Что передают? Что случилось?» – спросили курсанты. «Война. Война». В школу мы возвратились быстро, бегом. Каждый день в школе начинался теперь с прослушивания сводок Совинформбюро, а они день ото дня становились все тревожнее. С одной стороны, действительно, советская
пропаганда, она доводила до людей мысль о том, что удар агрессора будет очень быстро отражен, и боевые действия будут перенесены на территорию чужого государства. То есть речь шла о сильной Красной армии. Главная, наверное, причина наших потерь – это то, что Красная армия, она не была приведена в полную боевую готовность. И действительно, вот эти цифры, они кажутся фантастическими. Более 3 миллионов погибших солдат и офицеров, более 2 миллионов военнопленных. Огромные, колоссальные потери. Гареев с товарищами рвался на фронт, заваливая преподавателей рапортами и просьбами. Вот только зимой 1941-42 годов плохо защищенных скоростных бомбардировщиков во фронтовых частях практически не осталось, а ни на чем другом курсанты летать не умели. Появились даже слухи, что всех ребят отправят в пехоту. Лишь в конце июня 1942 года всему выпуску, а это 31 человек, объявили о том, что им предстоит переучиваться на штурмовик Ил-2. Группу Гареева отправляют на фронт 25 декабря 1942 года под Сталинград. Сталинградская битва – одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны. Лишь 11 декабря 1942 года состоялся первый боевой вылет летчика. Под Сталинградом прошло боевое крещение Гареева. 9 боевых вылетов, сбитые 3 «Юнкерса», 2 танка, 6 автомашин и заслуженный орден Красной Звезды. Для защиты от атак истребителей снизу экипаж Гареева отработал практически акробатический прием. По сигналу напарника пилот вводил машину в глубокий крен, и противник неожиданно для себя оказывался в зоне обстрела пулеметчика. Однажды таким образом ребятам удалось сбить чересчур наглый Мессершмитт, а ведь для скоростного немецкого истребителя, разгонявшегося до 700 км в час, тяжелый бронированный Ил с максималкой в 400 км в час был относительно легкой мишенью. Пилот ас, штурмовик-снайпер, беспощадный и бесстрашный воин в борьбе за будущее своей страны. И одновременно простой деревенский мальчишка. Муса Гареев совершал вылеты на штурмовике Ил-2. Его называли «летающий танк». Несмотря на это, в одном из полетов огонь немецкого Фоккера поразил самолет Гареева. Ил загорелся, но все обошлось. Гареев успел вовремя приземлиться и посадить самолет. Донбасс, Крым, Литва. 1944 год пронесся сквозь жизнь Гареева одним сплошным огненным вихрем. Штурмовики летали на боевые вылеты по 3-4 раза в день. Особенно жесткая драка шла в небе над Севастополем. Гитлер приказал защищать Крым до последней возможности, полагая, что оставление полуострова подтолкнет Румынию и Болгарию к выходу из нацистского блока. И тем не менее, крымская операция завершилась полным разгромом 17-й армии вермахта, только безвозвратные потери, которые в ходе боев составили от 120 тысяч человек. После нее Гареев назначен командиром эскадрильи 76-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. Он получил звание капитана, был награжден орденами Красной Звезды и Александра Невского и впервые был представлен к награждению звездой Героя Советского Союза. Экипаж Гареева вместе с его бессменным стрелком Александром Кирьяновым совершил более 200 боевых вылетов. На момент награждения 2-й золотой звездой в наградном листе значилось 207 вылетов, всего около 250. В наградном листе Гареева отмечается, что он несколько раз успешно бомбил танки эсэсовской дивизии «Мертвая голова». В конце 1944 года Муса Гареев в числе первых советских штурмовиков пересек границу с Восточной Пруссией и начал бомбить врага на его территории. В октябре его снова едва не сбили. Зенитный снаряд разорвал в клочья обшивку крыла, и летчик только в последние секунды смог вытащить из пике ставший непослушным самолет. По его воспоминаниям, приближаясь к земле, Муса думал о супруге и только-только родившемся сыне. Авиаторы были настолько загружены ежедневной работой на пределе сил, что даже звезда Героя не успела вовремя догнать Гареева. Лишь 1 мая 1945 года на общем построении полка командующий воздушной армией Хрюкин зачитывает приказ о присвоении звания дважды Героя Советского Союза штурману полка
капитану Мусе Гайсиновичу Гарееву, и прикладывает к его груди сразу две высшие награды. Случай уникальный, если не единственный, за всю историю Великой Отечественной войны. Уникальный случай. Так получилось, что Муса Гареев в один день, 1 мая 1945 года, получил сразу 2 золотые звезды, став дважды Героем Советского Союза. Случилось это из-за накладок с прохождением документов и большого объема вылетов летчика Гареева. На самом деле, первый указ о его награждении подписали 23 февраля 1945 года, второй 19 апреля того же года. Еще более интересный факт, что в этот же день, 1 мая 1945 года, стрелок его экипажа Александр Кирьянов стал полным кавалером Ордена Славы. Победа – это слово, которое встречали со слезами счастья на глазах. Ликовал весь Союз, англичане, французы, американцы, вся Европа, Азия и даже Африка. Во Второй мировой войне участвовали 62 государства и почти 80% населения земного шара. Общие людские потери достигли 65 миллионов человек. В этой чудовищной мясорубке впервые в истории было применено ядерное оружие. Так получилось, что День Победы Муса Гареев вместе со своим стрелком встретил в ликующей и празднующей Москве. Оттуда, на волне всеобщего головокружительного счастья, герой отправился домой. И таким прилетел он в родную деревню Таш-Чишма. Измерит радость матери. Война была суровым испытанием, но для Мусы не самым тяжелым. Малярия, травма позвоночника, истрепанные нервы – все это сказалось на здоровье штурмовика. 23-летний майор получил суровый приговор медкомиссии. Разрешено летать или на легкомоторной, или на военно-транспортной технике. А в 1964 году случилось и вовсе непоправимое. Из-за болезни сосудов головного мозга полковник потерял сознание прямо во время полета над Карпатами. Второй пилот благополучно посадил самолет, но Мусу Гареева безоговорочно списали на землю. В 42 года Гареев лишился главного в своей жизни – штурвала и неба. Мы забыли напомнить, что Мусе Гарееву на тот момент, когда он стал дважды Героем Советского Союза, было всего 23 года, а Александру Кирьянову всего 25 лет. Мальчишки совсем по нынешним временам. Они летали на штурмовиках и добывали победу нашей Родине. После войны он окончил военную академию и академию генерального штаба, избирался депутатом, руководил башкирским обкомом ДОСААФ. Мы познакомили вас с биографией и подвигом единственного дважды Героя Советского Союза из Башкортостана. Благодаря таким людям мы с вами живем на этом свете. А знаете ли вы о подвиге и героизме других наших прославленных земляков-героев войны и тыла? Давайте вместе сохраним имена победителей, которые повлияли на ход истории и предопределили будущее нашей Родины. В завершении нашего урока Победы предлагаем послушать песню о Мусе Гарееве. Слова и музыка Рашиды Бекметовой. Отчаянный летчик взлетел в небеса. Был это отважный Гареев Муса. Орел наш с Урала, пилот молодой, вступил он в неравный с противником бой. Он верил в победу, был ей окрылен, бесстрашно сражался за отчий свой дом, за землю родную, за родину, мать, за славный народ жизнь готов был отдать. Он верил в победу, был ей окрылен, бесстрашно сражался за отчий свой дом, за землю родную, за родину, мать,
за славный народ жизнь готов был отдать. С победой вернулся Гореев домой, Башкортостан свой прославил герой. Увековечен в столице Джигит, он в парке Победы увенчан гранит. Безмолвно застыв, обелиски стоят, хранят они в памяти храбрых солдат. Поклонимся, люди, героям войны, защитникам нашей великой страны.